Даулетова Баршын Абдуллаевна, преподаватель русского языка и литературы Актаусского транспортного колледжа, Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Мухамеджана Тыншпаева. Жизнь и творчество Чингиса Айтматова. Материнское поле. Белый пароход. Белый пароход. Прощай, Гульсары. Буранный полустанок. Мама. Полюбившиеся фильмы прошлого века, которые формируют любовь к родной природе и уважение к отчему дому, и связывает их имя автора Чингис Айтматов. Жизнь и творчество выдающегося писателя, сценариста Чингиса Айтматова ознаменовано яркими событийными произведениями, которые отождествляют собой светлый путь в будущее. Герои его произведений представляют собой, можно сказать, тот центр вселенной, с которым читатель живет и сопереживает, перенося себя в пространстве и времени. Я твоя мать. Аим, неужели ты не узнаешь меня? Как тебя зовут? Манкурт. Ну подожди, поговори со мной, сынок. Чингис Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Аили-Шекер Таласской области Киргизии. Под влиянием семьи будущий писатель с детства приобщился к русской культуре, русскому языку и литературе. В 1937 году отец был репрессирован. Будущий писатель воспитывался у бабушки. Чингису пришлось столкнуться с подлинной народной жизнью. Его трудовой стаж начался в 10 лет, а с 14 лет ему пришлось работать секретарем Аилсовета, решая самые сложные вопросы жизни большого села. Окончив 8 классов, он поступил в Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием и был принят без экзаменов в сельскохозяйственный институт. В студенческие годы он писал небольшие заметки, статьи, очерки, публикуя их в газетах. После института он работал зоотехником, продолжая писать. В 1956 году он приехал учиться в Москву на высшие литературные курсы. Вернувшись в Киргизию, стал редактором журнала «Литературный Киргизстан». 5 лет был собственным корреспондентом газеты «Правда» в Киргизии. Широкую известность молодому писателю принесла повесть «Джамиля», героем-повествователем, который был 15-летний подросток. В повести «Джамиля» по-новому, тонко и с большим внутренним тактом Чингис Айтматов решает проблему столкновения нового со старым, патриархального и социалистического уклада в жизни, быту. В 1961 году вышла повесть «Тополек мой в красной косынке». Затем последовали повести «Первый учитель», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары», «Белый пароход» и другие, которые в 1963 году вошли в сборник Айтматова «Повести гор и степей», за которые он получил Ленинскую премию. Эти произведения повествовали о сложных психологических и житейских коллизиях, происходящих в жизни простых деревенских людей. Первый роман «И дольше века длится день» «Буранный полустанок» вышел в 1980 году в журнале «Новый мир». В 1988 году был опубликован известный роман «Плаха». Это книга об отношениях человека и природы, о поисках смысла жизни, о назначении религии в ее лучшем проявлении и о многом другом. После окончания высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в городе Фрунзе, редактором журнала «Литературный Киргизстан». За свои произведения Айтматов был трижды удостоен Государственной премии СССР. В 1988-90-х годах Айтматов был главным редактором журнала «Иностранная литература». Чингис Айтматов с 1990 года возглавлял посольство СССР.
Был послом СССР в Люксембурге. С 1994 года по 2008 год являлся послом Киргизии во Франции, Бельгии и Нидерландах. Писатель скончался 10 июня 2008 года в больнице немецкого города Нюрнберг, клинике, где находился на лечении. Похоронен 14 июня в историко-мемориальном комплексе Атабиит в пригороде Бишкека.